На сувязі былы супрацоўнік міліцыі з Гомля спадар Уладзімір Няпомняшчых. Добры вечар. Добрый вечер. Спадар Уладзімір, тое, што мы бачым чарговыя сведчанні проста бескультур'я, хамства і увогуле нейкіх нават нялюдскіх паводзінаў тых, хто носіць форму міліцыянта, вось як на гэта ўвогуле ўсё рэагаваць? Ну, я бы вам сказал, что это не сотрудники милиции, это бандформирование, созданное гражданином Лукашенко. Если им позволено убивать, избивать, насиловать людей в застенках диктаторского режима, то это по сравнению с тем, что они творят в застенках, это мелочь. Это считается для них нормой. Но это не норма. Я еще раз заявляю, это бандформирование. И они все должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все без исключения. Спадар Уладзімір, а як так сталася ўвогуле, што ў Беларусі тыя людзі, якія фармальна павінны ахоўваць закон, дакаціліся да такога стану, што збіваюць старых, збіваюць дзяўчат, ламаюць косткі, забіраюць непаўнагадовых, і ўсё гэта з мацюкамі, крыкамі, з такой нянавісцю, страшнай нянавісцю, якой, здаецца, увогуле, калі жывем у беларускім народзе, няма такой нянавісці між сабой. Я вам скажу, что это просто власть делает все для того, чтобы они такие были, промывают им мозги. Во-вторых, они там кредиты имеют закредитованные, не могут рассчитаться. Поэтому вот так и делается все. Власть это устраивает. Если бы власть не устраивала, их бы разогнали в 2 счета. Но власть не пойдет на это, потому что если они их разгонят, то следующий, так скажем, кто останется, никто не будет избивать народ и все прочее. Власть рухнет. Но и это не спасет власть. Вот это то, что они творят, это наоборот обостряют отношения с народом. И пока вот, так скажем, редкие случаи радикального отношения к силовикам, к этим вот бандформированиям, но я уверен, что это будет раскрутка. Это только начало. Яшчэ ў 1999 годзе знік генерал Юрый Захаранка, былы міністр унутраных справаў Беларусі. Лукашенко кіруе ў нашай краіне 26 гадоў, і вось гэтая сістэма, наколькі, як яна ўвогуле будавалася, наколькі хутка ўдалося зламаць паняцце міліцэйскага гонару, нейкага гонару мундзіру? Вы знаете, вот эти сотрудники, так скажем, бандформирования, которые избивают, их набирают самых отмороженных с деревень, с колхозов, где нет работы. Вот. И люди идут на это. Это бескультурие полное. Я не знаю, да, я скажу вам, что и мы матерились между собой, но не до такой же степени. Это уже когда там 1-2 слова проскочит. А такого это вообще не было в мою бытность. Это ужас какой-то. Такое ўвогуле пачуццё, калі мы... Из 5 слов 10 мата. Калі глядзім на гэтыя кадры, такое пачуццё, што вось вы кажаце, сапраўды панабіралі людзей, якія, можа, не мелі ніякіх іншых перспектываў увогуле працаўладкавання, але здаецца, што ўвогуле гэта такі нейкі кантынгент, які, калі б іх не ўзялі ў міліцыю, мог бы папоўніць крымінальныя структуры. А это и есть криминальные структуры. Это сейчас криминальные. В 90-х годах, я вам скажу, было лучше. Почему? Потому что милиция, да, была коррумпирована немножко, криминально, но не до такой степени. В мою бытность, значит, я так считаю, что было 10% вот таких отмороженных, которые могли допустить там избивать или что-нибудь. А сейчас 90% вот таких не мерзавцев. Это мерзавцы. Это не люди. Я представляю, что они в своей семье делают, вот эти отмороженные. Это если они поступают вот с людьми невинные, которые мирный протест, ничего не делают, их избивают, ломают кости, ломают черепа. Это ужас. Вот посмотрите, что это творится. Это, по-моему, вот Гомель сейчас показывают. Так, это менавіта кадры з Гомля. Вот. Это ужас. И я не понимаю, о чем эти люди думают. У них отсутствует чувство самосохранения. Я им вот вчера меня вызывал сотрудник милиции центрального, предупреждали меня, я 2 слова скажу, чтобы я не участвовал, предупредили, что это привлекаюсь к ответственности. Вот, так я им сказал, что, ребята, вы запомните такую вещь. Вы все, почти все, переживете Лукашенко. Если вы думаете, что вы Лукашенко не переживете, переживете, и все будете отвечать. Так Лукашенко в лучшем случае смотает, куда сядет в Боинг, заберет свою семью, что я и советовал ему сделать, так скажем, через средства массовой информации. Но он не слышит этого. А вот куда вот эти денутся, вот, которые ломают, вот избивают. Поэтому в свое время, когда я
баллотировался в Палату представителей, в депутаты, одним из пунктов моей программы было привлечь к ответственности, значит, и признать преступными организациями, организованной преступной группировкой ОМОН и КГБ. Сейчас я изменил свое мнение и считаю, что все силовые структуры должны быть привлечены к ответственности. Все. Все должны пройти люстрацию. А начальники, замы в обязательном порядке. Вот это же совершают не они, это им такая команда. Если была команда не трогать, то и было бы так. Это просто идет сверху, от Лукашенко и пошло вниз. Караевы там и всякие разные. Але варта таксама падкрэсліць, што нават цяпер у гэтых умовах, нават цяпер у той сістэме можна застацца чалавекам, прыняць правільнае рашэнне, сысці, не выконваць злачынныя загады. Усё это залежыць ад канкрэтнага чалавека. Все правильно, все правильно. Вот вчера меня вызывали, со мной сотрудник милиции культурно, вежливо обращался, все. По большому счету не он мне лекцию прочел, а я ему лекцию прочел на видеорегистратор его и сказал: передай начальнику, что у меня офицерское звание, то, что у меня жизненный опыт. И не он меня будет учить, как мне жить, а я его должен учить. Я его должен учить и объяснить ему, что они совершают преступления против своего народа, против белорусского народа. Спадар Владимир, вось літаральна апошняе пытанне, калі мы глядзім на дзеянні сілавікоў, ну няўжо вось яны не вучыліся ў школе, не вучылі гісторыю, што, напрыклад, карнікаў Гітлера пакаралі, якія пры Гітлеры дзейнічалі, гэта былі 40-выя гады, а цяпер, цяпер 21 стагоддзе, ўсё ў інтэрнэце ёсць, куча фактаў, прозвішчаў, ну няўжо вось да іх это не доходзіць? Не доходит, значит. И я вам скажу, что я уже говорил и повторю еще раз. В 41-45 годах, когда были фашисты, к ним даже можно лучше относиться по одной причине, что они уничтожали, поступали с другими народами, не со своими. А вот эти мрази, это мрази, это не люди. Они поступают со своим народом за счет людей, которых их кормят. Это же белорусский народ платит налоги, и вот эту банду эту содержит Лукашенко. Это бандиты, это не сотрудники милиции, не правоохранительные органы. Это бандформирование, созданное гражданином Лукашенко только для удержания своей власти. Больше ни для чего. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадар Уладзімір Няпомняшчых, былы супрацоўнік міліцыі, а таксама прадстаўнік народнай грамады, вядомы грамадскі актывіст з Гомля. Мы ў маім і спадарства госцем